Все мои добрые пожелания, кто смотрит это видео, оно посвящено Володе, который изучает хакасский язык. Он пишет посты, продолжает изучение хакасского языка на форуме hakasia.com. И в данном случае мы видим его пост. Он предложил следующие слова, касающиеся части тела человека. Но давайте я сначала зачитаю хакасский текст, чтобы на слух воспринимать хакасскую речь. Изеннер. Пайынса сірерге алғыс болзын. Здесь все правильно. Пюн шибіргі 8 апрель. Все верно. Кей күн. Все правильно. Насестер. Шүрек. Сердце. Экпе. Легкое. Исти. Желудок. Харн. Харн – желудок, но харн – это скорее всего живот, а не желудок. Харн еще говорят. Кстати говоря, эсты, я пропустил почему-то этот момент. Эсты – это тоже не желудок, это живот. На самом деле, а точнее говоря, внутренности. Желудок по-хакасски хурсах. Хурсах – желудок. Пар – печень. Ми – мозг головной, здесь все правильно. Миз, еще обычно говорят миз, его мозг. Сек – кость. Агрща – болит. Синде – у тебя. Минде – у меня. Миның – мой. Синың – твой. Аның – его. Ну, тут не только части тела человека, еще местоимения вошли, да, в новые слова. Ну ничего страшного. Пюн онус на сестер. Ну, я бы сказал пюн онус на сес. В данном случае аффикс тир множественного числа, он не обязателен. Не обязателен. Почему? Потому что тут слово сюсь, оно относится к слову на, новый. А это слово в единственном числе. И еще онус, ну, вроде бы и как много, да, кажется, да, но с точки зрения хакасской речи лучше сказать пин онус на сюсь. Так будет правильнее. Рассмотрим некоторые предложения с этими сестер, с этими словами, да. Пусть сестерным. Так. Синде неме ахрша. Ну, у тебя, это с точки зрения, у тебя что болит? Да, что у тебя болит? Это для русского языка нормально, но в хакасской речи правильно построить вопрос лучше так. Вернее, будет оно звучать таким образом. Синің немең ағырша. Синің немең ағырша. Синің немең ағырша. Минді харн ағырша. Тут та же самая ошибка. Минің харным ағырша. Синің парың ағырша. Вот давайте здесь немножко остановимся. В хакасском языке вопросительные предложения всегда требуют частицы. Их 3. Ба, бе, ма, ме, па, пе. Вот. Ну, как-то так можно запомнить. Бабе, маме, папе. Да. Синің парың ағырша б. Синің парың ағырша б. Я миның парым ағырша. Здесь все правильно. Синің пазың ағырша б. Будет правильно. Синің пазың ағырша б. Я миның пазым ағырша. Аның тізі ағырша б. Аның тізі ағырша б. Я аның тізі ағырша. Да, у него болит зуб. Миның шүрем ағырша. У меня болит сердце. Так, ну я думаю, вы запомнили, наверное, да, вопросительные предложения всегда строятся с помощью частицы ба, бе, па, пе, ма, ме. Ну и вот дальше. И вот такое предложение. Тілнің сегі шоғыл. Тілнің сегі шоғыл. Язык без костей. Все правильно. На пюн достаточно, а нам жоқтар. А теперь можно сказать пюнге
Шидер. Пюнге, шидер. На сегодня достаточно. Анам жоқтар. Ну, сыныпта, действительно, сыныпта пюнге шидер. Сахчам кем искен. Думаю, кто слушал это видео. Арса туза полар. Может быть, будет полезно. До следующего видео. С вами был Сибдей Том.